В архиве прокуратуры Кыргызской Республики в пыльной папке с грифом «Для служебного пользования» лежит документ, который так и не стал достоянием общественности. Протокол обыска в доме Абсамата Масалеева, датированный 1995 годом. На третьей странице этого протокола, между строк формальных описаний мебели и бытовых предметов, прокурор сделал рукописную пометку. При вскрытии сейфа обнаружены предметы, не представляющие материальной ценности. Эта фраза, написанная дрожащей рукой, скрывает за собой один из самых позорных эпизодов в истории постсоветской власти. Момент, когда те, кто пришел искать золото и миллионы, нашли лишь зачерствевшую лепешку и старую перьевую ручку. Копии этого документа циркулируют в узких кругах, но полный текст до сих пор не рассекречен. Говорят, что когда прокурор опустил руку в открытый железный ящик и нащупал на холодном металле не пачки денег, а хлеб, его лицо налилось краской стыда. В комнате повисла такая тишина, что было слышно, как за окном скрипит калитка во дворе. Этот обыск был задуман как триумф новой власти. После крушения Советского Союза и прихода к президентству Оскара Акаева старая партийная элита оказалась под прицелом. Масалеев, который еще совсем недавно, в 1990 году, заседал в Политбюро Центрального комитета КПСС, был первым секретарем Компартии Киргизии и председателем Верховного Совета Республики, внезапно стал персоной нон-грата. Новые хозяева страны были уверены, человек на такой должности просто обязан был обогащаться. Они знали, как это работает, потому что сами уже начали делить государственное имущество. По их логике, в доме Масалеева должны были храниться чемоданы с долларами, золотые слитки, документы на офшорные счета. Все то, что положено иметь настоящему чиновнику высшего ранга. Ордер на обыск подписали быстро, почти без бюрократических проволочек. Группа проверяющих прибыла рано утром, когда Масалеев еще сидел за кухонным столом с чашкой чая. Они перевернули дом вверх дном. Проверили антресоли, заглянули под матрасы, простучали стены в поисках тайников. В гостиной на видном месте стоял тот самый сейф. Старый советский железный ящик с кодовым замком, покрытый серой краской. Прокурор потребовал открыть его немедленно. Масалеев молча подошел, набрал комбинацию цифр, 4 оборота вправо, 3 влево, снова вправо, и отступил в сторону. Когда тяжелая дверца распахнулась с металлическим скрежетом, все присутствующие вытянули шеи, чтобы заглянуть внутрь. На единственной полке прямо по центру лежала лепешка — нан, как называют хлеб в Кыргызстане. Обычная круглая лепешка, уже подсохшая по краям, с трещинками на румяной корочке. Рядом с ней перьевая ручка в потертом кожаном футляре, та самая, которой Масалеев подписывал партийные документы в 80-е годы. Никаких денег, никакого золота, никаких компромат-досье на политических оппонентов. Прокурор замер с протянутой рукой, словно не веря своим глазам. Он ожидал увидеть что-то совсем другое. Швейцарские часы, хотя бы конверты с наличными, в конце концов, какие-нибудь ценные бумаги. Но в сейфе, который по всем законам жанра должен был хранить богатство партийного функционера, лежал хлеб. Хлеб насущный, в самом буквальном смысле этого слова. Позже в кулуарах будут шептаться, что Масалеев держал там лепешку как символ, чтобы никогда не забывать о голодных годах своей юности, когда он родился в семье простых кыргызов в 1933 году. Но в тот момент в гостиной, где пахло старым деревом и типографской краской от книг на полках, эта лепешка стала приговором для тех, кто пришел с обыском. Она кричала им в лицо: «Вы ищете зло не там, где оно есть». Один из помощников прокурора, молодой человек лет 30 в строгом костюме, который только начинал свою карьеру при новом режиме, не выдержал и спросил вслух то, о чем все думали молча. «И это все? Больше ничего нет?» Масалеев посмотрел на него долгим взглядом, в котором не было ни злости, ни обиды, только усталость человека, который понял, что время его эпохи закончилось. Он ответил тихо, почти шепотом, но каждое слово прозвучало, как удар молота. «Булджарде алтын-жок. Здесь нет золота. Никогда не было и не будет». В этой фразе не было вызова, только констатация факта, настолько очевидного для самого Масалеева, что ему даже не приходило в голову, что кто-то может думать иначе.
Для него служить стране означало именно служить, а не наполнять карманы. Проверка закончилась через 3 часа. В протоколе педантично перечислили все найденное. Старую мебель советских времен, телевизор марки «Горизонт», стопку газет «Правда» за разные годы, партбилет в красной обложке. Но самым громким пунктом в этом списке стал сейф с лепешкой. Когда следователи уезжали, соседи, наблюдавшие за всем происходящим из-за занавесок, видели, как прокурор садился в служебную машину, не поднимая глаз. Говорят, что в тот вечер он долго сидел в своем кабинете один, не включая свет, и смотрел в окно на огни города. Возможно, в тот момент он впервые задумался о том, что, охотясь за призраками коррупции прошлого, новая власть уже строила свои собственные дворцы на костях честности. А теперь вопрос, который не дает покоя уже почти 3 десятилетия. Если человек, управлявший целой республикой, член высшего партийного органа страны, ушел из жизни настолько бедным, что в его сейфе не нашлось даже пачки сбережений, что это говорит о тех, кто пришел ему на смену и за несколько лет скопил миллионы? Спустя 9 лет после того обыска, в 2004 году, когда Масалиев уже лежал на больничной койке, один из журналистов независимой газеты «Слово Кыргызстана» попросил у него интервью. Это была первая и последняя возможность услышать от самого героя той истории его версию событий. Последняя исповедь человека, который прожил жизнь по правилам, давно вышедшим из моды. Масалиев согласился говорить, но с одним условием — беседа не будет записываться на диктофон. «Пусть останется только память», — сказал он, и журналист согласился, достав обычный блокнот. В той больничной палате, пахнувшей антисептиком и увядшими цветами в вазе на подоконнике, Абсамат Турсунбаевич рассказал историю, которая начиналась за 70 лет до этого разговора, в далеком 1933 году. Он родился в год Великого Перелома, когда Советский Союз переходил от НЭПа к индустриализации, когда в кыргызских аулах только начинали привыкать к новой власти, присланной из Москвы. Его семья была обычной для того времени. Отец работал в колхозе, мать растила детей и пекла лепешки в традиционной глиняной печи. Масалиев вспоминал, как в детстве они с братом делили одну лепешку на двоих, и каждый кусок казался драгоценностью. Может быть, именно поэтому, когда спустя десятилетия он положил хлеб в сейф, это был не просто жест, это была клятва самому себе никогда не забывать, откуда он пришел. В той больничной палате он сказал журналисту фразу, которая так и не попала в печать. «Когда ты знаешь вкус настоящего голода, ты не можешь воровать хлеб у других. Это просто невозможно физически. Рука не поднимется». Путь Масалиева наверх был классическим для советской номенклатуры, но с одной особенностью. Он действительно верил в систему. В 50-е годы он вступил в партию не ради карьеры, а потому что искренне считал коммунизм единственным справедливым путем развития общества. Эта наивная вера, как он сам признавался в той беседе, стала его силой и его проклятием одновременно. Он поднимался по ступеням партийной иерархии. Работал в райкоме, потом в обкоме, затем его заметили в ЦК Республики. К 80-м годам Абсамат Масалиев стал одной из ключевых фигур в Киргизской ССР, первым секретарем Компартии, фактическим руководителем республики. А в 1990 году, за год до распада Союза, его избрали членом Политбюро ЦК КПСС, высшего органа власти огромной страны. Формально он был одним из тех, кто принимал решения о судьбах миллионов людей. Но вот парадокс. В то время как другие члены Политбюро уже вовсю переводили партийные средства на личные счета, готовясь к неизбежному краху системы, Масалиев продолжал жить в той же скромной двухкомнатной квартире на окраине Фрунзе, которую ему выделили еще в 70-е годы. Он ездил на работу в служебной «Волге», но по выходным ходил пешком в ближайший магазин за продуктами, стоя в очередях наравне со всеми. Давайте посмотрим на цифры, которые особенно болезненны в ретроспективе. В 1989 году, когда Масалиев занимал пост первого секретаря, средняя зарплата в Киргизской ССР составляла 180 рублей в месяц. Его собственный оклад был, конечно, выше, около 500 рублей плюс партийные надбавки. Но он не копил эти деньги. Половину зарплаты Масалиев отдавал в партийную кассу как добровольный взнос.
Это была традиция старых большевиков, от которой он не отказался, даже когда все вокруг уже смеялись над такими пережитками. На остальное он содержал семью, и этих денег хватало, потому что не нужно было больше. Теперь сравните это с тем, что происходило буквально через несколько лет после его ухода с власти. В 90-е годы новая элита Кыргызстана начала скупать государственные предприятия за бесценок, выводить средства в офшоры, строить особняки в престижных районах. В 2005 году, уже при президенте Курманбеке Бакиеве, средний доход чиновника высшего звена неофициально оценивался в десятки тысяч долларов ежемесячно, при том, что официальная зарплата была всего 300-400 долларов. Разница покрывалась подарками, консультациями, благотворительными взносами от бизнеса. Брат президента Ахмад Бакиев контролировал схемы в топливной отрасли, которые приносили миллионы. А Масалиев за всю свою жизнь на высоких постах не купил себе даже машины. Когда его спросили в том интервью, не жалеет ли он об этом, он ответил с грустной улыбкой. «Зачем мне жалеть? Я служил народу, а не себе. Если бы я думал о деньгах, я бы не стал коммунистом». Эта честность стоила ему всего. После распада СССР и прихода к власти Акаева Масалиев остался неудел. Его не преследовали открыто. Он был слишком известен, слишком уважаем среди старшего поколения. Но его тихо выдавили из большой политики. Ему предлагали символические должности, места в комиссиях по культуре, почетные звания, но реальной власти уже не давали. А потом начались проверки. Налоговая инспекция, прокуратура, антикоррупционные комитеты. Все они по очереди приходили к Масалиеву с вопросами о происхождении его имущества. Каждый раз проверка заканчивалась одинаково. Никаких нарушений не обнаружено. Но сам факт этих визитов был унизителен. Представьте себе человека, который руководил республикой, сидел в одном зале с Горбачевым и Лигачевым, обсуждал судьбу страны. И вот теперь молодой чиновник в дешевом галстуке требует от него предъявить квитанции за коммунальные услуги. Венцом этого унижения и стал тот самый обыск в 1995 году. Масалиев знал, что его придут проверять. Накануне ему позвонил старый товарищ из прокуратуры и предупредил негласно. Но он не стал ничего прятать или готовиться к визиту. Он просто ждал. И когда следователи вскрыли сейф и увидели там лепешку, Масалиев испытал не стыд, а странное чувство облегчения. Он подумал тогда: пусть видят, пусть поймут, что были люди, которые жили по-другому. Но они не поняли. Они просто ушли, смущенные и растерянные, а протокол обыска спрятали так глубоко в архивах, что найти его можно только по специальному запросу. Потому что этот документ — обвинительное заключение не против Масалиева, а против всех, кто пришел после него. В 2004 году, незадолго до смерти, Масалиев в последний раз появился на публике, на заседании парламента, где обсуждался новый закон о государственном языке. Он выступил с трибуны, защищая статус русского языка, и говорил о том, что многонациональный Кыргызстан не должен делиться по языковому признаку. Это был голос из прошлого, голос человека, для которого дружба народов была не пропагандистским штампом, а реальностью. Через несколько месяцев его не стало. На похоронах собралась огромная толпа. Пришли те, кто помнил времена, когда партийный лидер мог жить в обычной квартире и не считать это чем-то героическим. А современные чиновники прислали венки и дежурные соболезнования, не понимая главного. Скажите, если лидер страны может прожить всю жизнь честно и умереть без состояния, почему те, кто управляет сейчас, считают воровство нормой? В ночь перед обыском 1995 года к Масалиеву домой пришел человек, которого никто не ожидал увидеть. Соседка из квартиры напротив, старая женщина по имени Бурулай Эже, случайно заметила его в полутьме подъезда, когда вышла выбросить мусор. Она запомнила этого визитёра очень отчетливо, потому что он выглядел неуместно в их скромном доме. Дорогой кожаный плащ, начищенные до блеска туфли, массивные золотые часы на запястье, которые поблескивали даже в тусклом свете лампочки на лестничной клетке. Мужчина стоял у двери Масалиева и негромко стучал костяшками пальцев по старому деревянному косяку. Когда Абсамат Турсунбаевич открыл дверь, незнакомец быстро проскользнул внутрь, и разговор их продолжался за закрытыми дверями больше часа.
Бурулай же, которая в те годы еще была достаточно любопытна, прислушивалась через тонкую стену, но слышала только невнятный гул голосов. Один спокойный, размеренный, второй более резкий, настойчивый. Личность этого ночного гостя так и осталась официально неизвестной, но в кругах старой партийной элиты ходили упорные слухи. Говорили, что это был один из приближенных к новому президенту Акаеву, человек, который делал карьеру стремительно и без оглядки на прошлые заслуги. В советское время он был рядовым работником обкома, человеком, которого Мусалиев когда-то лично рекомендовал на повышение, разглядев в нем, как казалось тогда, административный талант и преданность делу. Но после переворота 90-го года, когда старая система рухнула и начался передел власти, этот человек оказался по другую сторону баррикад. Он быстро сориентировался в новых реалиях, подружился с нужными людьми из окружения Акаева, начал контролировать приватизацию нескольких крупных предприятий. К середине 90-х его уже называли одним из теневых кукловодов, тех, кто не занимал официальных постов, но принимал решения в тесных кабинетах за чашкой коньяка. Зачем он пришел к Мусалиеву той ночью? По одной версии, которую рассказывали те, кто был близок к обоим, визит имел целью последнее предупреждение и предложение компромисса. Новая власть готовилась к масштабной кампании по дискредитации старой партийной номенклатуры. Нужны были показательные процессы, признание, компромат. Мусалиев, как бывший первый секретарь, был идеальной мишенью. Если бы удалось найти на него хоть что-то — счет в иностранном банке, незадекларированное имущество, связь с криминалом — это стало бы козырем в пиар-войне. Посланец якобы предложил Мусалиеву сделку. Если тот публично признает ошибки советской системы и откажется от политической деятельности, его оставят в покое. Можно будет тихо доживать свой век на пенсии, заниматься внуками, писать мемуары без публикации. Но если он будет сопротивляться, начнутся проверки, обыски, возможно, даже уголовное дело. Мусалиев выслушал все это молча, сидя в своем старом кресле под торшером с абажуром в тканевом чехле. Когда гость закончил, Абсамат Турсунбаевич встал, подошел к книжному шкафу и достал оттуда партбилет — красную книжечку с золотым тиснением серпа и молота. Он положил ее на стол между ними и сказал: «Я вступил в партию, когда верил, что строю справедливое общество. Если я ошибался, это моя ошибка, и я готов за нее ответить. Но я не буду врать и говорить то, во что не верю. Приходите с обыском когда угодно. Найдете что-нибудь — предъявляйте обвинения. Не найдете — оставьте меня в покое». Посетитель попытался было возразить, апеллировать к здравому смыслу, к семье Мусалиева, к тому, что времена изменились и нужно меняться вместе с ними. Но хозяин дома уже открыл входную дверь, давая понять, что разговор окончен. Когда человек в кожаном плаще уходил, он обернулся на пороге и произнес фразу, которую Бурулай Эже расслышала отчетливо, потому что в подъезде было очень тихо. «Вы не понимаете, Абсамат Турсунбаевич. Это уже не ваш мир. И здесь побеждают те, кто умеет брать, а не те, кто умеет отдавать». Мусалиев ничего не ответил, только тихо закрыл дверь. А наутро, как и было обещано, приехала прокуратура с ордером на обыск. Теперь становится понятно, почему следователи так уверенно шли именно к сейфу. Им сказали, что там нужно искать. Просто никто не предполагал, что внутри окажется лепешка вместо золота. Этот просчет стоил организаторов обыска потери лица. Ведь невозможно обвинить человека в коррупции, когда единственная ценность в его сейфе — хлеб, который стоит 5 рублей. История того ночного визита долгое время оставалась слухом, пересказываемым шепотом на кухнях и в курилках. Но в 2010 году, во время июньских беспорядков в Оше, когда Кыргызстан снова погрузился в хаос межнациональных столкновений, появилась странная деталь, связывающая нити прошлого и настоящего. Мусалиева к тому времени уже не было в живых 6 лет, но его имя вдруг всплыло в репортажах с места событий. Один из очевидцев рассказывал, что видел в Узгене, на окраине зоны конфликта, советский бронетранспортер, на броне которого стояла фигура пожилого мужчины в штатском. Толпа кричала, требуя, чтобы он вышел и поговорил с людьми, успокоил их, дал какие-то гарантии. Но человек так и не спустился.
БТР развернулся и уехал в сторону военной части. Позже выяснилось, что это был не Масалиев. Он ведь умер в 2004-м. Но миф о том, что последний честный руководитель мог бы остановить резню одним своим появлением, быстро распространился в народе. Люди хотели верить, что существовала эпоха, когда власть не прятала лицо, когда лидеры не боялись выйти к народу без охраны и бронежилетов. И в этом коллективном воспоминании Масалиев стал символом утраченной честности. Человеком, который ушел нищим, но не запятнанным. А тот безымянный гость в кожаном плаще, который приходил к нему за день до обыска, стал олицетворением новой элиты, тех, кто строит дворцы на чужой нищете и называет это прогрессом. В медицинской карте номер 3427, которая хранится в архиве Национального госпиталя Бишкека, есть запись от марта 2004 года, сделанная дежурным врачом-терапевтом. Почерк неровный, строчки идут вкривь, видно, что доктор писала в спешке между обходами. Но одна фраза подчеркнута дважды красной ручкой, словно человек хотел зафиксировать что-то важное. Пациент отказался от препаратов, которые не входят в бесплатный перечень. Мотивация. Не хочет быть обузой для государственного бюджета. Под этой записью стоит подпись лечащего врача Гульнары Токтагуловой, женщины, которая проработала в кардиологическом отделении больше 20 лет и видела на своем веку сотни пациентов. Но этот случай она запомнила на всю жизнь. Масалиев поступил в больницу в феврале 2004 года с обострением сердечной недостаточности. Ему было уже 71 год, и организм, который десятилетиями работал под прессом огромной ответственности и стресса, начал сдавать. Гульнара Сапаровна вспоминала позже в частных разговорах, что когда она впервые вошла в палату к новому пациенту, то не сразу узнала в худом пожилом мужчине того самого человека, чьи портреты когда-то висели во всех учреждениях республики. Масалиев лежал на казенной больничной койке у окна, укрытый выцветшим одеялом, и читал старую книгу в потертом переплете. Сборник стихов Токтагула Сатылганова на кыргызском языке. Когда доктор представилась и начала осмотр, он вежливо отложил книгу и ответил на все вопросы. Но было в нем какое-то отстраненное спокойствие, как у человека, который уже принял неизбежное. После первичного обследования Гульнара Сапаровна составила список необходимых лекарств. Часть препаратов покрывалась государственной программой: обычные бета-блокаторы, диуретики, базовые сердечные средства. Но для реального улучшения состояния требовались более современные, импортные медикаменты, которые пациент должен был покупать за свой счет. Стоимость месячного курса такого лечения составляла около 2000 сомов. По тем временам это была средняя пенсия. Когда врач объяснила ситуацию и протянула Масалиеву рецепт, он посмотрел на бумажку, медленно сложил ее пополам и вернул обратно. «Доктор», — сказал он тихо, — «давайте обойдемся тем, что дает государство. Я всю жизнь жил на государственное, и сейчас менять привычку поздно». Гульнара Сапаровна попыталась возразить, объяснить, что речь идет о его здоровье, что без этих лекарств прогноз очень плохой. Но Масалиев только улыбнулся уставшей улыбкой и произнес фразу, от которой у врача перехватило горло. «Знаете, сколько сейчас стоит одна койка в этой больнице в сутки для государства? Около 300 сомов. Я лежу здесь уже 2 недели. Это больше 4000 из бюджета. Денег, которые можно было потратить на лечение молодых. Зачем еще и лекарства покупать дорогие? Дайте мне то, что положено по закону, и хватит». В тот момент Гульнара Сапаровна поняла, что перед ней не просто упрямый старик, а человек, для которого личный интерес всегда стоял на последнем месте. Она ушла из палаты, сжимая в руке неиспользованный рецепт, и расплакалась в ординаторской. Ее коллега, молодой врач Эрлан, не понял, что случилось. Но отказался человек от лекарств, мало ли таких, пожал он плечами. Но Гульнара Сапаровна смотрела в окно на новенький джип, припаркованный у входа в больницу. Машину одного из высокопоставленных чиновников Министерства здравоохранения, который приезжал проверить ремонт в вип-палатах, и не могла произнести ни слова. А ведь всего за месяц до госпитализации Масалиев был еще относительно активен. Он даже выступал в парламенте с трибуны, защищая поправки к закону о государственном языке. Это было его последнее публичное появление,
И те, кто присутствовал на заседании, вспоминали, что говорил он с трудом, делая паузы, чтобы отдышаться. Но каждое слово было выверено и точно. Он говорил о том, что Кыргызстан — многонациональная страна, и попытки сделать только кыргызский язык единственным, официальным, разделят народ. Он приводил цифры. Согласно переписи 2001 года, в республике проживало больше 80 национальностей, и для многих русский язык был языком межнационального общения. «Не повторяйте ошибок, которые уже делались в других республиках», — сказал Масалиев, держась за трибуну обеими руками. «Язык должен объединять, а не разделять». После выступления он спустился с трибуны очень медленно, и несколько депутатов бросились помогать ему, но он отмахнулся. Шел сам, опираясь на перила, тяжело дыша. В больнице в те последние недели к Масалиеву приходило немного посетителей. Семья, жена, дети, несколько внуков. Старые товарищи по партии, те, кто еще был жив и помнил прежние времена. Но были и странные визиты. Однажды поздним вечером, уже после отбоя, когда в коридорах больницы горел только дежурный свет, в палату к Масалиеву прошел человек, который не регистрировался на вахте. Медсестра Айгуль, которая в ту ночь дежурила на посту, заметила его случайно. Высокий мужчина в темном пальто, с поднятым воротником. Быстро прошел мимо, толкнув дверь палаты. Девушка хотела было окликнуть его, напомнить о правилах посещений. Но что-то в его походке, в том, как он двигался, уверенно, словно имел полное право быть здесь в любое время, заставило ее замолчать. Разговор в палате длился минут 15. Голоса не повышались, но Айгуль, стоя у поста, слышала обрывки фраз. Незнакомец говорил о каких-то документах, о последнем шансе все исправить, о семье, которая нуждается в защите. Когда визитер вышел, Айгуль не выдержала и заглянула в палату. Масалиев сидел на кровати, опустив ноги на холодный линолеум, и смотрел в окно на ночной город. На лице его не было ни страха, ни волнения, только усталость. «Апсамат Турсунбаевич, вы в порядке? Может, вам чая принести?» — спросила медсестра. Он обернулся к ней, и в глазах его было что-то такое, отчего девушка почувствовала комок в горле. «Спасибо, доченька», — ответил он тихо. «Только вот что скажу тебе. Запомни, когда человек ничего не боится потерять, потому что у него ничего нет, его нельзя ни купить, ни запугать. Это единственная настоящая свобода». Айгуль кивнула, не понимая до конца, о чем речь, но слова эти отпечатались в памяти. Позже, когда она рассказывала об этом эпизоде своей старшей коллеге, та только покачала головой. Приходил кто-то из новой власти. Пытались договориться, чтобы старик подписал какую-то бумагу. Но он не подписал. Что это была за бумага, так и осталось тайной. По одной версии, заявление об отказе от претензий к государству, которое позволило бы закрыть какие-то старые дела о партийной собственности. По другой — согласие на публикацию мемуаров в отредактированном виде, где Масалиев должен был бы признать ошибки коммунизма и покаяться в своем прошлом. Но он отказался. Даже умирая, даже зная, что каждый день на счету, он не изменил своим принципам. Гульнара Сапаровна рассказывала, что за 2 дня до смерти Масалиев попросил у нее лист бумаги и ручку. Написал что-то коротко, сложил листок вчетверо и попросил передать жене. «Только после», — уточнил он. Врач не стала читать записку, но когда передавала ее вдове на следующий день после его ухода, та развернула бумагу, прочитала и заплакала. Что там было написано, она никому не сказала. Но одна из родственниц, которая видела текст позже, пересказала его близким друзьям. «Не вините их. Они не знают, что творят. Я прожил так, как считал правильным, и ни о чем не жалею». Апсамат Масалиев умер 20 апреля 2004 года, в четверг, ранним утром. Дежурная медсестра заметила, что в палате стало слишком тихо. Зашла и увидела, что пациент лежит неподвижно, сложив руки на груди. На тумбочке рядом с кроватью лежала та самая книга стихов Токтагула и старая фотография. Масалиев в молодости, в военной форме, с орденами на груди. Рядом справка о смерти, которую заполнит через час Гульнара Сапаровна,
дрожащими руками, выводя в графе «Причина смерти» медицинские термины, скрывающие простую правду. Сердце этого человека не выдержало груза прожитых лет и того мира, который он видел вокруг в последние годы. В графе «Личные вещи покойного» будет указано: одна книга, одна фотография. Наручные часы советского производства марки «Командирские» с остановившимся механизмом. Партийный билет. Никаких драгоценностей. Никаких сберкнижек. Ничего. Через несколько дней после похорон, когда семья разбирала вещи, дома обнаружился еще один артефакт, о котором никто не знал. В старом комоде, под стопкой пожелтевших газет «Правда» за разные годы, лежал конверт. В нем справка из банка о закрытии последнего счета Мусалиева, датированная 1997 годом. Остаток на счете на момент закрытия — 843 сома и 50 тынов. Меньше $50 по тогдашнему курсу. Это были все накопления человека, который руководил республикой с населением в 4,5 миллиона человек. Справку эту семья так и не показала журналистам. Стыдно было не за Мусалиева, а за тех, кто придет после и будет спрашивать. И как же он жил на такие деньги? Потому что ответ был слишком простым и слишком обвиняющим. Он жил честно. А вы? В кыргызской традиции есть поверье. Если честный человек умирает, обиженный несправедливостью, его дух не покидает этот мир полностью, пока правда не восторжествует. Старики говорят, что душа такого человека становится көз-каранды, буквально темными глазами, которые наблюдают за живыми и ждут. Сложно сказать, верил ли сам Мусалиев в подобные вещи. Он был материалистом, коммунистом, человеком науки и фактов. Но после его смерти в Кыргызстане начали происходить странные совпадения, которые многие восприняли как знаки. Первое из них случилось ровно через 40 дней после похорон. В день, когда по мусульманской традиции душа окончательно покидает землю и отправляется на небеса. 40-дневные поминки собрали много людей, в основном ровесников Мусалиева, тех, кто помнил советское время и работал с ним в одних структурах. Собрались в доме у вдовы, в той самой двухкомнатной квартире на окраине города, где когда-то проводился обыск. Женщины накрыли стол традиционными блюдами — бешбармак, самса, плов. И, конечно, были лепешки, круглые и ароматные, только что из печи. Когда все расселись, и старейший из присутствующих, 75-летний Турсунбай Ага, бывший секретарь райкома, начал читать молитву, в комнате вдруг стало очень тихо. Не просто тихо. Звуки как будто исчезли совсем. Перестал слышаться шум машин с улицы, не тикали часы на стене. Даже собственное дыхание присутствующие не различали. Тишина длилась несколько секунд, но показалась вечностью. А потом раздался звук. Низкий, гулкий, как удар колокола, хотя никаких колоколов поблизости не было. Звук шел откуда-то изнутри дома, из самых стен. Люди переглянулись, испуганные и растерянные. Турсунбай Ага прервал молитву, поднял голову. Жена Мусалиева, Гульжана Дже, побледнела и прошептала: «Это он. Он дает нам знать, что слышит нас». Один из гостей, человек образованный, инженер по специальности, попытался найти рациональное объяснение. Может, водопроводная труба где-то стукнула, или ветер хлопнул дверью в подъезде. Но другие качали головами. Ветра не было. День был безветренный, жаркий, типичный для июньского Бишкека. А трубы в доме старые, советские. Они скрипят и шумят постоянно. Но такого звука никто никогда не слышал. Турсунбай Ага произнес негромко, обращаясь к пустому креслу, где раньше сидел хозяин дома. «Абсамат, брат, мы помним. Мы все помним, какой ты был. Упокой твою душу, Аллах». И тишина снова стала обычной. Вернулись звуки улицы, часы затикали. Кто-то кашлянул, нарушив оцепенение. Это можно было бы списать на коллективное воображение людей, переживающих утрату. Но через неделю случилось второе событие, уже более конкретное
и задокументированное. В здании бывшего Центрального комитета Компартии Киргизии, которое после распада СССР превратили в офисное здание, где размещались коммерческие фирмы и частные компании, произошел небольшой пожар. Загорелось в архивном помещении на 3-м этаже. Там хранились старые документы, которые никто толком не разбирал и не систематизировал. Огонь начался поздним вечером, когда в здании почти никого не было. Сработала сигнализация, приехали пожарные, потушили за 20 минут. Ущерб был невелик. Обгорела часть стеллажей, закоптила стены, несколько коробок с бумагами превратились в пепел. Но когда утром начали разбирать последствия, обнаружили странную вещь. Среди документов, которые уцелели, оказалась папка с надписью «Кадровые дела. Секретари ЦК 1980-1990». В ней лежало личное дело Масалеева, его автобиография, характеристики с мест работы, партийные аттестации. И вот что поразительно. Эта папка лежала в самом центре эпицентра пожара, прямо на полке, где пламя было сильнее всего. Вокруг нее все обуглилось. Коробки справа и слева обгорели дотла, металлические скобы оплавились от жара. А папка с делом Масалеева осталась практически нетронутой. Только края листов чуть пожелтели и пахло дымом. Но текст читался отчетливо. Фотографии сохранились. Один из пожарных, Марат, мужчина лет 40, который тушил тот пожар, рассказывал потом коллегам. «Я такого за 15 лет службы не видел. Бумага горит первой, это закон физики. А тут как будто кто-то невидимый прикрыл эту папку своим телом». Директор фирмы, которая арендовала тот этаж, женщина по имени Аида Бакировна, решила отнести папку в Музей истории Кыргызстана. Пусть хранится там, раз уж судьба так распорядилась. Когда она принесла документы и рассказала историю с пожаром, старший научный сотрудник музея, седой профессор Абдакерим Султанов, который в советское время работал в идеологическом отделе ЦК и хорошо знал Масалеева, взял папку в руки и долго молчал, листая страницы. Потом сказал тихо: «Знаете, что меня всегда поражало в Абсамате Тарсумбаевиче? Он не боялся огня проверки. Ни разу за все годы. Приходили ревизоры из Москвы, аудиторы, партконтроль. Он всегда давал полный доступ ко всем документам. Говорил: смотрите, что хотите. Если найдете нарушение, накажите». Не находили. А он и после смерти словно говорит: «Вот оно, мое дело, смотрите». Огонь не тронул правду. Папку поместили в музей, в специальную витрину, и рядом повесили табличку: «Личное дело Абсамата Масалеева. Сохранено при пожаре 2004 года». Но самое необъяснимое событие произошло через год, в 2005 году, когда в Кыргызстане случилась тюльпановая революция. Массовые протесты против президента Акаева, закончившиеся его бегством из страны. 24 марта, в день, когда толпы людей штурмовали резиденцию президента, грабили Белый дом, жгли автомобили, в городе царил хаос. Милиция не контролировала ситуацию, власть рухнула за считанные часы. И вот в этой круговерти насилия и анархии случилось вот что. Группа молодых людей, человек 15-20, ворвалась в дом, где раньше жил Масалеев. Вдова к тому времени уже переехала к детям, квартира пустовала, ее собирались продать. Парни выбили дверь, зашли внутрь, явно намереваясь разграбить жилье. В те дни грабили все подряд, пользуясь безнаказанностью. Соседка Бурулай Эже, та самая, что видела ночного визитера перед обыском в 95-м, выглянула в коридор и закричала: «Что вы делаете? Это дом Масалеева!» Парни остановились. «Какого Масалеева?» — спросил один из них, явно не понимая, о ком речь. Бурулай Эже, старая женщина, которой было уже за 80, вышла на площадку в ночной рубашке и тапочках, не боясь молодых громил. Абсамата Масалеева, того, кто был секретарем партии. Человека, у которого в сейфе лепешка лежала, а не золото. Неужели вы не слышали? И случилось невероятное. Один из парней, самый молодой, лет 18, вдруг отступил назад. Я слышал эту историю от деда. Он рассказывал, что Масалеев последний честный. Другой покачал головой. Я тоже слышал. Они переглянулись между собой, постояли несколько секунд в молчании, а потом развернулись и ушли, не взяв ничего. Просто ушли. Бурулай Же потом говорила всем:
Этот дух Масалеева защитил свой дом. Даже в революцию, когда никого не щадили, его память оказалась сильнее. Может быть, это и не мистика, может, просто народная память оказалась крепче, чем жажда наживы. Но согласитесь, в стране, где рушится все, где люди теряют человеческий облик, где грабят даже больницы и школы, то, что группа молодых парней остановилась из-за имени умершего человека, похоже на чудо. С тех пор в Бишкеке появилась негласная традиция. Ветераны партии, те немногие, кто еще жив и помнит советские годы, раз в год, в день смерти Масалеева, 20 апреля, собираются у его могилы на кладбище Ата-Биит. Приносят лепешки, кладут их к надгробию и стоят молча несколько минут. Это не политическая акция, не демонстрация. Просто память. Но каждый год этих людей все меньше. Время безжалостно. Зато все чаще на могилу приходит молодежь, студенты, которые не застали ни Союза, ни Масалеева, но слышали истории о человеке, который был у власти и остался бедным. Они фотографируют скромный памятник, постят снимки в соцсетях с хэштегами вроде «настоящий лидер» или «так больше не живут». И каждый так или иначе задумывается. А смог бы я жить так же? В архиве Национальной академии наук Кыргызской республики в отделе медицинской документации хранится любопытный документ — статистический отчет о состоянии здоровья высших должностных лиц республики за период с 1985 по 1991 год. Отчет составлялся ежегодно для внутреннего пользования. Грифа секретности на нем не было, но и в открытый доступ его не выпускали. Документ этот интересен не столько медицинскими подробностями, сколько одной деталью, которую заметил исследователь Бакыт Осмонов, когда в 2012 году работал над диссертацией о советской номенклатуре. В разделе «Сердечно-сосудистые заболевания» напротив фамилии Масалеева стояла пометка, сделанная рукой главного кремлевского кардиолога Евгения Чазова во время его визита в Фрунзе в 1989 году. Пациент демонстрирует признаки хронического стресса высшей степени. Рекомендован отдых, санаторное лечение. Отказывается категорически, ссылаясь на загруженность. Чазов, академик, личный врач членов Политбюро, человек, который лечил Брежнева и Андропова, видел сотни партийных функционеров. Он умел читать тела как открытые книги, по цвету кожи, по тремору рук, по частоте дыхания, определял, кто из них пьет, кто берет взятки, кто спит по 3 часа в сутки, разрываясь между любовницами и заседаниями. Но Масалеева он запомнил. Позже в своих мемуарах «Здоровье и власть», изданных в 1992 году, Чазов посвятил ему отдельный абзац. Среди республиканских руководителей встречались разные типы. Одни воспринимали высокий пост как лотерейный билет, возможность обогатиться и обеспечить детей. Другие искренне служили идее, но при этом не забывали о личном комфорте. И лишь единицы, буквально 2-3 человека за всю мою практику, жили так, словно давали обет бедности. Масалеев из Киргизии был одним из них. Его организм изнашивался не от излишеств, а от непосильной ноши ответственности, которую он взвалил на себя добровольно. Что это была за ноша? Чтобы понять, нужно вернуться в 80-е годы, когда Масалеев руководил республикой. Киргизская ССР в те годы была одной из самых бедных в Союзе, дотационной, зависимой от московских субсидий, с экономикой, построенной на сельском хозяйстве и нескольких крупных заводах. Валовый внутренний продукт на душу населения составлял около 2000 рублей в год. Это при том, что средний показатель по СССР был 3500. Безработицы официально не существовало, но фактически в кишлаках сидели без работы тысячи молодых людей. Межнациональные трения тлели под поверхностью. Кыргызы, узбеки, русские, дунгане жили рядом, но не вместе. И вот в этой ситуации Масалеев пытался удержать баланс, не допустить взрыва, выбить из Москвы дополнительное финансирование, построить хоть несколько новых школ и больниц. Его рабочий день начинался в 6 утра и заканчивался далеко за полночь. Водитель Масалеева, Талант Мамытов, который проработал с ним 8 лет, рассказывал в интервью местной газете в 2007 году. Абсамат Турсунбаевич никогда не опаздывал. Я приезжал к его дому в 6:00, и
И он уже стоял у подъезда с портфелем. Зимой, в темноте, в мороз, всегда вовремя. Мы ехали в ЦК, и по дороге он читал сводки, которые ему готовили с вечера. Читал и делал пометки карандашом на полях. Никогда не ел в машине, не пил кофе на ходу. Говорил, что это неуважение к работе. Мамытов замолчал на мгновение, вспоминая, а потом добавил. А вечером я отвозил его домой часов в 11, в 12. Бывало и в час ночи. Он выходил из машины, благодарил меня. Всегда, каждый раз. И шел к подъезду. Спина прямая, шаг твердый. Но я видел в зеркале заднего вида, как он поднимается по ступенькам. И понимал. Человек на пределе. Физиология власти — штука жестокая. Когда ты принимаешь решения, от которых зависят судьбы тысяч людей, твое тело работает в режиме постоянной боевой готовности. Адреналин, кортизол, норадреналин, гормоны стресса циркулируют в крови непрерывно. Сердце бьется чаще, давление скачет, сосуды изнашиваются. Гульжан Эже однажды застала его ночью на кухне. Он стоял у окна, прижав ладонь к груди, ждал, пока боль отпустит. «Апсамат, я вызываю врача», — сказала она. Он покачал головой. «Не надо, само пройдет». И действительно прошло. На тот раз. Большинство людей во власти компенсируют этот стресс удовольствиями. Дорогой едой, алкоголем, женщинами, накоплением богатства. Это работает как клапан — выпустить пар, снизить напряжение. Но Мусалиев не давал себе таких поблажек. Он не пил, совсем, ни грамма. Не курил, не изменял жене, не копил деньги. Единственное, что он позволял себе, — это книги. В его доме была библиотека, около 2000 томов, собранных за десятилетия. Классика, история, философия, поэзия на кыргызском и русском языках. Вечерами, когда оставалось хоть полчаса свободного времени, он читал. Это была его отдушина, его способ сохранить рассудок. Но книги не спасают сердце. В 1987 году, когда Мусалиеву было 54 года, у него случился первый микроинфаркт. Небольшой, почти незаметный. Он даже не лег в больницу, только прошел обследование амбулаторно. Врачи настаивали на отпуске, на снижении нагрузки. Он кивал, обещал, но ничего не менял. Потому что в том же 87 году в Оше начались межнациональные столкновения. Первые звоночки того, что потом выльется в кровавую резню 2010 года. Кыргызская молодежь и узбекская молодежь подрались на рынке из-за какой-то мелочи. Драка переросла в массовую потасовку. Пострадали люди. Мусалиев лично поехал в Ош, встречался с лидерами общин, уговаривал, успокаивал. Провел там неделю, ночуя в гостинице, питаясь всухомятку. Вернулся Фрунзе осунувшимся, с серым лицом. Жена Гульжана же умоляла его беречь себя. Он отвечал: «Если я не поеду, кто поедет? Пошлю кого-то другого, не поверит, обидится. Надо самому». В 1990 году, когда Мусалиева избрали в политбюро ЦК КПСС, нагрузка удвоилась. Теперь он должен был не только управлять республикой, но и участвовать в общесоюзных делах. Летать в Москву на заседания, согласовывать решения, лавировать между консерваторами и реформаторами. Горбачевская перестройка набирала обороты. Страна трещала по швам, и каждый день приносил новые вызовы. Мусалиев понимал, что союз разваливается, но до последнего пытался сохранить хоть какую-то стабильность в своей республике. Он выступал против радикальных реформ, которые предлагали младореформаторы из команды Ельцина, потому что видел, для Киргизии, где экономика держалась на дотациях, резкий переход к рынку означал катастрофу. Его называли консерватором, ретроградом, совком, но он не обижался. Просто делал свою работу. А потом случился август 91-го года. Путч. ГКЧП. Танки в Москве. Мусалиев в те дни был в Киргизии, следил за событиями по телевизору, как и миллионы других. Когда путч провалился и начались аресты его организаторов, стало ясно — старая система мертва. Компартия запрещена, союз распадается.
и все, кто был связан с прежней властью, автоматически становятся изгоями. Масалеев подал в отставку с поста первого секретаря. Не стал цепляться за кресло, не пытался торговаться. Просто написал заявление и ушел. Ему было 58 лет, возраст, когда многие только входят в пик карьеры. А он закончил. Вернулся к жизни обычного пенсионера с пенсией в 120 рублей, которая после деноминации превратилась в жалкие копейки. Вот здесь и начинается самое интересное, потому что именно после отставки, когда Масалеев потерял власть и защиту, его организм начал разваливаться по-настоящему. Словно все те годы он держался на чистой воле, на чувстве долга. И как только долг был исполнен, тело сказало «всё, хватит». В 92 году второй инфаркт, уже серьезный. В 94-м гипертонический криз, скорая помощь, реанимация. В 96-м инсульт. Левая сторона тела отнялась на несколько недель, потом восстановилась частично. Врачи разводили руками. «Абсамат Турсунбаевич, вы должны беречь себя. Никаких стрессов, никакой активности». А он в 99 году баллотировался в парламент. И прошел. Стал депутатом. Снова начал работать. Комитеты, комиссии, законопроекты. Зачем? Ведь он мог просто сидеть дома, читать книги, нянчить внуков. Но не мог. Не умел жить иначе. Есть такое понятие в медицине — синдром отмены власти. Когда человек долгие годы находится на высоких постах, его мозг привыкает к определенному уровню ответственности и адреналина. И если резко оборвать эту нагрузку, организм впадает в депрессию. Начинаются психосоматические заболевания. Многие экс-чиновники спиваются, кончают с собой, умирают от инфарктов в первый год-два после отставки. Масалеев не спился и не покончил с собой, но его сердце медленно, методично разрушалось. Каждый удар, а сердце бьется в среднем 70 раз в минуту, 100 тысяч раз в сутки, 36 миллионов раз в год. Каждый удар давался ему все труднее. Кардиологи, которые наблюдали его в последние годы, говорили: «Это чудо, что он вообще еще жив». Обычный человек с таким анамнезом умер бы лет на 5 раньше. Но Масалеев держался. На чем? На памяти о том, кем он был. На убеждении, что его жизнь имела смысл. И вот финальный аккорд этой физиологической драмы. В 2004 году в больнице, когда Масалеев лежал уже фактически умирая, к нему пришел молодой врач-кардиолог Азамат Токтасунов, который специализировался на трансплантации сердца. Азамат учился в Москве, стажировался в Германии, был в курсе всех современных методов. Он посмотрел карту Масалеева и ужаснулся. «Абсамат Турсунбаевич, вам нужна операция. Срочно. Аортокоронарное шунтирование. Возможно, установка кардиостимулятора. Без этого вы не проживете и месяца». Масалеев выслушал и спросил: «Сколько стоит?» Азамат назвал цифру. Около $5000, если делать в Бишкеке. 10 тысяч, если в Москве. Масалеев усмехнулся. Его ответ врач запомнил дословно. «Доктор, у меня таких денег нет. И не было никогда». Азамат не поверил. «Как это нет? Вы же были...» Масалеев перебил его. «Был. Прошедшее время. Сейчас я пенсионер с пенсией в 800 сомов. Это $15. Операцию мне не на что делать, да и не нужно. Я своё прожил». Азамат вышел из палаты потрясённый. Он рассказал об этом разговоре своему научному руководителю, профессору Медету Касымову, который в советское время работал в той же больнице и знал Масалеева лично. Медет Касымович выслушал и сказал: «Азамат, ты молодой. Ты не понимаешь. Для таких людей, как Масалеев, деньги на операцию — это не вопрос жизни и смерти. Это вопрос принципа. Если он всю жизнь прожил, не беря лишнего, он не возьмет и в конце, даже если это стоит ему жизни. Потому что иначе все, что он делал, теряет смысл». И действительно, Масалеев отказался от операции, отказался от дорогих лекарств, лежал в обычной палате, на обычной койке и медленно угасал.
А в это время, в нескольких километрах от больницы, в особняке на южных микрорайонах, один из новых министров праздновал день рождения. Гости приехали на «Лексусах» и «Мерседесах», на столе стояли бутылки коньяка по $300, играл живой оркестр. Министр хвастался перед друзьями, что только что купил квартиру в Дубае за $500 000. И никто из них даже не вспомнил, что в городской больнице умирает человек, который когда-то управлял этой страной и не оставил после себя ничего, кроме чистого имени. Скажите, что убивает быстрее? Болезнь или осознание того, что ты жил честно в мире, где честность стала пороком? В Центральном государственном архиве Кыргызской республики в фонде номер 412, опись 7, дело 138, хранится документ, который формально не является секретным, но на практике мало кто о нем знает. Это протокол заседания комиссии по проверке деятельности должностных лиц Киргизской ССР, датированный 23 октября 1991 года, через 2 месяца после августовского путча, когда новая власть начала зачистку старой номенклатуры. Комиссию возглавлял Медеткан Шеремкулов, один из приближенных к президенту Акаеву, человек, который сделал головокружительную карьеру буквально за год, из заместителя директора завода в советники президента. Задача комиссии формулировалась обтекаемо: провести анализ финансово-хозяйственной деятельности руководящих работников республиканского уровня за период 1985-1991 годы. На деле это означало одно — найти компромат. Протокол заседания занимает 43 страницы машинописного текста на пожелтевшей бумаге. Большая часть — это сухие цифры, таблицы, ссылки на финансовые документы. Но на странице 37 есть раздел, озаглавленный «Масалиев Абсамат Турсунбаевич, первый секретарь ЦК КП Киргизской ССР, 1985-1991». И вот что там написано, дословно. В ходе проверки личных финансов, банковских счетов, имущества и документов, связанных с деятельностью гражданина, Масалеева А.Т. комиссия не обнаружена признаков незаконного обогащения, нецелевого использования служебного положения, получения взяток или иных коррупционных действий. Все доходы гражданина Масалеева соответствуют официальным источникам — заработная плата, партийные выплаты. Имущество, находящееся в собственности: квартира двухкомнатная, получена по ордеру в 1973 году. Мебель советского производства, личные вещи. Автомобиль в собственности отсутствует. Счета в иностранных банках отсутствуют. Заключение. Материалов для возбуждения уголовного дела не имеется. Этот вывод был подписан всеми членами комиссии, включая самого Шеремкулова. Но подпись председателя стоит как-то неуверенно, с помарками, словно человек сомневался, ставит ли ее вообще. А на полях документа карандашом сделана приписка без подписи. Проверить повторно. Не может быть, чтобы совсем ничего. Эта приписка — ключ к пониманию того, что происходило в головах новой элиты. Они искренне не могли поверить, что человек на такой должности мог быть честным. Для них это противоречило базовой логике мира. Власть существует для обогащения, это аксиома. И если Масалиев не обогатился, значит, он просто хорошо спрятал следы. Надо копать глубже. Поэтому через 3 месяца, в январе 1992 года, была создана вторая комиссия, потом третья. И, наконец, в 1995 году тот самый обыск, о котором мы говорили в начале. Но давайте посмотрим на ситуацию глазами тех, кто проводил эти проверки. Представьте, вы молодой чиновник, вам 30 лет. Вы только что получили должность в новой администрации. Вы умны, амбициозны, циничны. Вы выросли в позднем СССР, видели дефицит, очереди, блат, двойную мораль. Вы знаете, что партийные боссы ездили на «Волгах», отдыхали в спецсанаториях, имели доступ к спецраспределителям, где продавались импортные товары. Вы знаете, что система была коррумпирована до мозга костей, что телефонное право решало все, что связи значили больше, чем законы. И вот вам говорят: проверь Масалиева, найди на него что-нибудь. Вы берете дело, начинаете копать и не находите ничего. Совсем ничего. Ни счетов, ни дач, ни машин, ни драгоценностей. Как вы на это реагируете? Вариант первый.
Вы думаете, что он гений конспирации, настолько умен, что вывел все через подставных лиц, через офшоры, через родственников? Значит, надо проверить родственников. Проверяет. Жена Масалиева, Гульжан, работала всю жизнь учительницей в обычной школе. Зарплата 150 рублей в месяц. Никакой собственности, кроме той же квартиры, где они жили вместе. Дети. Сын работал инженером на заводе, дочь — врачом в поликлинике. Обычные советские профессии, обычные зарплаты, никаких признаков богатства. Проверяет дальше. Братьев, сестер, двоюродных родственников. Ничего. Тупик. Вариант второй. Вы начинаете подозревать, что, может быть, этот человек действительно был честным. Но это подозрение настолько противоречит вашей картине мира, что вы его отметаете. Потому что если Масалиев был честным, то что это говорит о вас? О том, что вы, получив власть, сразу начали думать, как на ней заработать. О том, что вы хуже, чем совок, который вы так презираете. Именно этот когнитивный диссонанс и объясняет ту маниакальную настойчивость, с которой новая власть пыталась найти компромат на Масалиева. Это была не просто политическая задача, это была экзистенциальная необходимость. Им нужно было доказать самим себе, что все воруют, что честных не бывает, что Масалиев просто лучше прятался. Потому что если это не так, то вся их система ценностей рушится. И вот в этом контексте обыск 1995 года приобретает новый смысл. Это была не просто проверка. Это была последняя попытка спасти свою картину мира. Они шли в дом Масалиева с уверенностью, что сейчас найдут то, что искали все эти годы. Сейф — идеальное место для хранения ценностей. Там должно быть золото, доллары, компромат на политических противников, что угодно. И когда они открыли сейф и увидели лепешку, это был не просто провал операции. Это был приговор им самим. Прокурор, который вел тот обыск, звали его Нурлан Абдыкадыров. Через 10 лет, в 2005 году, сам попал под следствие. Его обвинили в получении взятки в размере 50 тысяч долларов от бизнесмена, которому он помог избежать уголовного дела. Абдыкадыров не отрицал обвинений. На суде он сказал фразу, которую потом цитировали все газеты. «Я брал, да, брал, потому что все берут. Потому что система построена так, что если ты не берешь, ты дурак. Я не хотел быть дураком». Его приговорили к 8 годам колонии. Отсидел 4, вышел по УДО, уехал в Россию. Но перед отъездом дал интервью одному журналисту, в котором впервые публично рассказал о том обыске у Масалиева. «Знаете, что я подумал, когда увидел ту лепешку в сейфе?» — сказал Абдыкадыров. «Я подумал, этот человек сильнее меня, потому что он смог прожить жизнь так, как считал правильным, и не сломаться. А я не смог. Я сломался в первый же год, когда понял, что на зарплату прокурора не прокормишь семью. И начал брать. Сначала по мелочи, 1000 сомов за закрытие дела, 2000 за нужное решение. Потом суммы росли. А Масалиев не брал никогда. Вот кто настоящий герой. Не я». Это интервью вышло в газете «Вечерний Бишкек» в 2009 году, но прошло почти незамеченным. Потому что к тому времени коррупция в Кыргызстане достигла таких масштабов, что признание одного прокурора в получении взятки никого не удивляло. Удивляло другое, что когда-то существовали люди, которые не брали. В кыргызской мифологии есть понятие «арбак» — дух предка, который не уходит в мир иной до тех пор, пока не будет восстановлена справедливость. Старики говорят, что арбак может являться живым во снах, предупреждать об опасности, наказывать обидчиков. Это не христианский ангел-хранитель и не мусульманский джин. Это нечто более древнее, идущее из доисламских времен, когда кыргызы были шаманистами и верили, что мертвые продолжают влиять на судьбы живых. Масалиев при жизни не был суеверным человеком. Марксистское образование и партийная закалка не оставляли места для мистики. Но после его смерти в 2004 году в Кыргызстане начали происходить события, которые даже скептики называли не иначе, как проклятием Масалиева. Первым пал Медиткан Шеремкулов, тот самый, который возглавлял комиссию по проверке старой номенклатуры в 1991 году. К 2007 году он занимал пост министра финансов при президенте Бакиеве и считался одним из самых влиятельных людей в стране. По оценкам экспертов, его личное состояние к тому моменту
превышала $20 миллионов. Цифра фантастическая для страны, где средняя зарплата составляла $150 в месяц. 21 марта 2007 года, ранним утром, Шеремкулов ехал на работу по привычному маршруту. На перекрестке проспекта Чуй и улицы Абдрахманова его бронированный «Лексус» вдруг резко свернул влево, пересек двойную сплошную и врезался в столб. Удар был такой силы, что бронированный кузов смялся. Шеремкулов погиб на месте. Водитель Асан выжил, но получил тяжелые травмы. Когда он пришел в себя в больнице через 3 дня, Асан твердил одно и то же. «Я не поворачивал руль. Клянусь, я не поворачивал. Руль сам вывернулся, как будто кто-то невидимый схватил его и дернул влево». Экспертиза показала, что техническая неисправность исключена. Рулевое управление было в идеальном состоянии. Версия теракта тоже отпала. Официальное заключение. Водитель потерял управление по неустановленной причине. Дело закрыли. Но Асан до конца жизни рассказывал всем. Я видел в зеркале заднего вида, за секунду до удара, как Шеремкулов побледнел и прошептал: «Масалиев». Просто имя. И в следующее мгновение мы врезались. Через полгода случилось второе. Нурлан Абдыкадыров, бывший прокурор, который проводил обыск в доме Масалиева, вышел из колонии по УДО в 2007 году. Уехал в Москву, жил тихо. 15 сентября 2007 года его нашли мертвым в комнате общежития. Причина смерти — острая сердечная недостаточность. Абдыкадырову было 42 года, он не имел хронических заболеваний. Патологоанатом отметил в заключении. Сердце остановилось внезапно. Картина напоминает смерть от сильного испуга. Соседка по общежитию рассказывала участковому. «Я слышала, как он кричал ночью. Кричал: «Прости, прости меня». Повторял имя — Масалиев. А потом наступила тишина. Московская милиция не стала углубляться в обстоятельства. Тело отправили в Кыргызстан, похоронили на родине. Третьим стал человек, имя которого до сих пор официально не называют, слишком высокопоставленный. Назовем его чиновник X. Он был одним из тех, кто в 90-е годы активно участвовал в приватизации, скупал заводы за бесценок. К 2008 году его состояние оценивалось в $50 миллионов. В июне 2008 года он приехал в Бишкек, остановился в президентском люксе отеля «Хаят», номер на 20 этаже. 23 июня, поздним вечером, охрана услышала крик и звук разбитого стекла. Чиновник X выпал с 20 этажа. Смерть мгновенная. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он вышел на балкон, постоял у перил несколько секунд, а потом вдруг резко перегнулся через ограждение и полетел вниз. Никаких признаков борьбы, никого рядом. Версия самоубийства выглядела логичной, но у него не было никаких причин для суицида. Телохранитель рассказал следователям деталь, которую не включили в протокол. За час до смерти чиновник X попросил принести из сейфа старую фотографию. Снимок 80-х годов, где он, молодой комсомолец, стоит рядом с Масалиевым. Через 40 минут его босс был мертв, а фотография осталась лежать на столе в номере. 3 смерти за 1,5 года. 3 человека, которые были связаны с попытками дискредитировать Масалиева. Совпадение? Возможно. Но в Кыргызстане, где вера в духов предков до сих пор сильна, эти смерти восприняли как знак. В кофейнях и чайханах начали шептаться: «Масалиев мстит. Арбак не успокоится». Появились даже списки, неофициальные, где перечислялись имена тех, кто участвовал в проверках. Некоторые из этих людей начали публично каяться. Один бывший следователь дал интервью в 2009 году. «Я участвовал в проверке Масалиева в 92 году. Мы искали компромат, и не нашли. Прости нас, Абсамат Турсумбаевич, если слышишь». Это интервью набрало больше 1 миллиона просмотров. Люди комментировали, спорили, делились своими историями. Образ Масалиева начал превращаться в народного святого, человека, который был настолько честен при жизни, что после смерти стал защитником справедливости. Это, конечно, мифологизация. Реальный Масалиев был обычным человеком. Но миф всегда сильнее реальности.
Миф дает людям то, чего им не хватает. Веру в то, что честность возможна, что справедливость существует, что зло будет наказано. А теперь вопрос, который никто не задает вслух, но все думают. Если 3 человека умерли при странных обстоятельствах, сколько еще должны умереть, прежде чем живые поймут урок? В 2010 году Кыргызстан снова взорвался. Апрельская революция свергла президента Бакиева, который бежал из страны, бросив народ на произвол судьбы. К власти пришло Временное правительство во главе с Розой Атунбаевой, первой женщиной-президентом в Центральной Азии. Но эйфория от победы длилась недолго. Уже в июне на юге страны, в Аше и Джалалабаде, вспыхнули межнациональные столкновения между кыргызами и узбеками. То, что тлело десятилетиями, прорвалось наружу с чудовищной силой. Погромы, поджоги, убийства. По официальным данным погибло около 400 человек. По неофициальным — больше 1000. Десятки тысяч узбеков бежали в Узбекистан, бросая дома и имущество. Город Ош превратился в зону боевых действий. В те дни, когда по улицам ходили вооруженные банды, когда горели целые кварталы, когда женщин насиловали на глазах у детей, а стариков избивали до смерти, в Бишкеке собрались ветераны. Те немногие, кто еще помнил советское время и работал с Масалиевым. Собрались в доме у Турсунбая-ага, того самого, который читал молитву на 40-м дне после смерти Абсамата Турсунбаевича. Турсунбаю было уже 82 года, он с трудом передвигался, опираясь на палку, но ум оставался ясным. Пришло человек 10, все старики, все за 70. Сидели на кошме во дворе, пили чай, смотрели на экран телевизора, где показывали кадры из Оша. Дым, пожары, плачущие люди. И Турсунбай-ага сказал то, о чем все думали, но боялись произнести вслух. Если бы Абсамат был жив, этого бы не случилось. Он бы поехал туда, вышел к людям, поговорил. Его бы послушали. Потому что он был из тех, кто не врал. Когда он говорил, люди верили. А сейчас кому верить? Этим, которые вчера клялись в дружбе народов, а сегодня натравливают одних на других, чтобы удержать власть. Остальные молчали. Один из присутствующих, Кубат, бывший секретарь обкома, 78 лет, наконец заговорил. «Турсунбай-ага, ты прав, но Абсамата нет и не будет. Мы его похоронили 6 лет назад. Что толку вспоминать?» Турсунбай посмотрел на него долгим взглядом и ответил. «Толк в том, что пока мы помним, он не умер до конца. Память — это единственное, что у нас осталось. И если мы не расскажем молодым, какими были настоящие лидеры, они будут думать, что все всегда были ворами и лжецами». Эти слова оказались пророческими, потому что именно после событий 2010 года в Кыргызстане начался процесс переосмысления истории. Люди стали задавать вопросы. Как мы дошли до этого? Почему страна, которая в советское время была относительно стабильной и мирной, превратилась в пороховую бочку? И многие пришли к выводу. Потому что мы потеряли ориентиры. Потому что выбросили на помойку все, что было в прошлом. Вместе с грязной водой выплеснули и ребенка. Масалиев стал символом того ребенка, той части советского наследия, которую не надо было выбрасывать. Честность, служение народу, скромность, ответственность. Эти ценности не устарели. Они просто вышли из моды. И теперь, когда страна горела в огне межнациональной розни, люди вспомнили, что когда-то были лидеры, для которых эти ценности были не пустым звуком. В 2011 году группа активистов, в основном молодежь, студенты, журналисты, блогеры, создала общественное движение «Акжол» — «Белый путь». Цель движения формулировалась просто — вернуть в политику честность. Бороться с коррупцией не лозунгами, а личным примером. Требовать от чиновников прозрачности и отчетности. Одним из символов движения стал портрет Масалиева. Не парадный, не официальный, а простая фотография, где он сидит за столом с бумагами, в очках, сосредоточенный. Под фотографией надпись «Он мог, значит, можем и мы». Движение быстро набрало популярность. За год к нему присоединилось больше 5000 человек по всей стране. Они проводили акции, пикеты, публиковали расследования о коррупции чиновников, требовали отставки тех, кто был замечен в воровстве. Власть отреагировала предсказуемо.
Начались задержания, угрозы, попытки дискредитировать активистов. Одного из лидеров движения, Азамата Бейшенова, 27-летнего программиста, вызвали в ГКНБ, Государственный комитет национальной безопасности, на профилактическую беседу. Офицер. Майор. Талант Джумабаев. Человек лет 45, с усталым лицом и равнодушным взглядом, положил перед Азаматом папку с распечатками его постов в соцсетях. «Ты понимаешь, чем это пахнет?» — спросил майор. «Разжигание социальной розни, призывы к свержению власти, экстремизм. Мы можем завести дело». Азамат, худой парень в джинсах и футболке с логотипом «Акжол», посмотрел на офицера спокойно и ответил. «Заводите. Я ничего не боюсь, потому что я не ворую. У меня нет счетов в офшорах, нет особняков, нет дорогих машин. Я живу на зарплату программиста. 30 тысяч сомов в месяц. Это $600. Все мои доходы прозрачны. А вы можете сказать то же самое?» Майор Жумабаев побледнел, потому что не мог. Потому что его сын учился в Праге, в частном университете, где год обучения стоил 15 тысяч евро. Потому что его жена ездила на «Лексусе», который стоил $50 тысяч. Потому что у него самого была квартира в Москве, купленная на имя тещи. И все это на зарплату майора ГКНБ, которая составляла 20 тысяч сомов, $400. Он промолчал, закрыл папку и сказал: «Свободен. Пока». Азамат вышел из здания ГКНБ и сразу написал пост в Facebook. «Меня пытались запугать. Не получилось. Потому что страх — это оружие тех, кому есть что терять. А у меня нет ничего, кроме чистой совести. Как у Мусалиева». Пост набрал 10 тысяч лайков за час. История Азамата — это история нового поколения, которое выросло в независимом Кыргызстане и видело, во что превратилась страна. Они не застали СССР, не знали Мусалиева лично, но слышали о нем от родителей, от дедов, читали в интернете. И для них он стал не историческим персонажем, а живым примером того, что честность возможна, что можно быть у власти и не воровать, что можно умереть бедным и остаться богатым. В памяти народа. Движение «Акжол» просуществовало 3 года. В 2014 году его фактически разгромили. Лидеров арестовали по сфабрикованным обвинениям, офисы закрыли, счета заблокировали. Азамат Бейшенов получил 2 года условно за клевету на должностное лицо и уехал в Казахстан, где работает сейчас в IT-компании. Но идея, которую они посеяли, не умерла. В 2017 году, когда в Кыргызстане прошли очередные выборы президента, один из кандидатов, Амурбек Бабанов, использовал в своей кампании слоган «Вернем честность во власть». На его плакатах не было его собственного портрета, только силуэт человека с поднятой рукой и надпись «Как Мусалиев». Бабанов проиграл выборы, но получил 20% голосов, больше, чем ожидали аналитики. Это означало, что каждый 5-й избиратель в Кыргызстане готов голосовать за честность, даже если не верит, что она возможна. Это означало, что память о Мусалиеве работает как политический капитал. Это означало, что 13 лет после его смерти люди все еще помнят человека, у которого в сейфе лежала лепешка. Но вот вопрос, который задают все реже, потому что ответ на него слишком неудобен. Если мы так восхищаемся честностью Мусалиева, почему продолжаем выбирать воров? В 2020 году, когда мир погрузился в пандемию коронавируса, а Кыргызстан в очередной раз пережил политический кризис и смену власти, произошло событие, которое осталось почти незамеченным на фоне глобальных потрясений. Вдова Мусалиева, Гульжан Эже, умерла в возрасте 86 лет. Она прожила на 16 лет дольше мужа, тихо, скромно, в той же двухкомнатной квартире, где они жили вместе полвека. Дети предлагали ей переехать к ним, снять квартиру побольше, нанять сиделку. Она отказывалась. «Здесь память об Абсамате», — говорила она. «Здесь его дух. Я не могу уйти». Умерла она во сне, тихо, без мучений. Врачи сказали «старость», сердце остановилось. Но соседка Бурулая же, которая к тому времени сама была глубокой старухой, 93 лет, рассказывала родственникам. Накануне Гульжан сказала мне: «Завтра я увижу Абсамата». Я подумала, что она бредит. А она улыбнулась и добавила:
Он ждет меня. Я чувствую. Когда разбирали вещи Гульжана Ж. после похорон, нашли коробку, спрятанную глубоко в шкафу, под стопкой старого постельного белья. В коробке лежали письма. Больше 100 писем, написанных рукой Мусалиева в разные годы. Письма к жене, которые он писал, когда уезжал в командировки, на партийные съезды, на встречи в Москву. Письма простые, без пафоса, без красивых слов. «Гульжан, я скучаю. Здесь холодно и неуютно. Хочу домой, к тебе и детям. Сегодня было тяжелое заседание. Спорили до хрипоты. Но я отстоял свою позицию. Думал о тебе и находил силы. Купил тебе платок в ГУМе. Надеюсь, понравится. Целую». Обычные письма обычного человека, который любил свою жену и скучал по дому. Но в одном письме, датированном мартом 1991 года, за несколько месяцев до путча и распада СССР, была фраза, которая объясняла все. «Гульжан, я знаю, что скоро все изменится. Союз разваливается, и нас, Старую гвардию, выбросят на обочину. Придут новые люди, которые будут делить власть и деньги. Они будут смеяться над нами, называть нас дураками и неудачниками. Может быть, они правы. Может быть, мы действительно дураки, потому что верили в идеалы, а не в доллары. Но я не жалею. Я прожил жизнь так, как считал правильным. И если бы мне дали прожить ее заново, я бы ничего не изменил. Потому что самое ценное, что у меня есть, — это ты, дети и чистая совесть. Этого у меня не отнимут никакие перевороты». Дочь Мусалиева Айгуль, которая нашла эти письма, сидела на полу в опустевшей квартире и плакала. Ей было 58 лет, она работала учительницей в обычной школе. Жила на зарплату в 20 тысяч сомов. Могла бы зарабатывать больше. Предлагали должность в министерстве, предлагали открыть частную школу на деньги спонсоров, которые хотели купить имя Мусалиева. Она отказывалась. «Я дочь своего отца», — говорила она. «Он учил меня, что честь не продается». Сидела на полу, читала письма отца к матери и понимала. Они были счастливы. Бедны, но счастливы. Потому что любили друг друга и жили по совести. Через неделю после похорон Гульжан Эже Айгуль организовала небольшую встречу в той квартире. Пригласила несколько человек, которые работали с отцом, помнили его. Пришло 7 стариков, все за 80. Сидели на кошме в гостиной, пили чай из тех же чашек, из которых пил Мусалиев. Айгуль достала коробку с письмами и прочитала вслух то последнее письмо от марта 91 года. Когда она закончила, в комнате было тихо. Потом один из стариков, Эсенага, 90-летний ветеран партии, сказал: «Знаете, что самое страшное? Не то, что Абсамат умер, а то, что после него никто не пришел. Мы все думали, найдется кто-то, кто продолжит. Но не нашелся. И теперь, когда молодые спрашивают меня: «Эсенага, а почему вы в советское время не воровали?» Я не знаю, что ответить. Потому что мы просто не думали, что так можно. А они не думают, что так нельзя. Айгуль посмотрела на него и спросила: «Эсенага, вы верите, что когда-нибудь вернется время честных людей?» Старик помолчал, потом улыбнулся грустно. «Не знаю, Айгуль, но знаю другое. Твой отец не зря прожил жизнь. Потому что пока хоть один человек помнит, что честность возможна, она не умерла окончательно. Память — это семя. Оно может долго лежать в земле, но когда-нибудь прорастет». Встреча закончилась поздно вечером. Старики разошлись по домам. Айгуль осталась одна в квартире родителей. Села у окна, смотрела на огни Бишкека. Город изменился до неузнаваемости с тех пор, как отец был здесь первым секретарем. Новые высотки, торговые центры, дорогие машины. Но что-то главное потерялось. Что-то, что нельзя купить за деньги и нельзя украсть. Она думала, отец прожил 74 года, мать — 86. Они умерли в той же квартире, где прожили полвека. Не разбогатели, не построили особняк, не оставили детям миллионы, но оставили то, что дороже — пример.
И тогда Айгуль поняла, что ответ на вопрос, который задавал Эсен Ага, очень простой. Время честных людей вернется не само по себе. Оно вернется, когда появятся люди, готовые жить, как жил Масалиев. Не ждать, что кто-то придет и все исправит, а начать с себя. Жить по совести, даже если это невыгодно. Отказываться от легких денег, даже если все вокруг берут. Говорить правду, даже если за нее накажут. Это трудно. Это невыгодно. Это опасно. Но это единственный способ. На следующий день Айгуль написала пост в Facebook. Выложила фотографию того последнего письма отца, где он писал: «Я прожил жизнь так, как считал правильным. И если бы мне дали прожить ее заново, я бы ничего не изменил». Под фотографией написала: